с понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья. Ну вот они, мы, Крым Реалии, на связи, говорим, показываем и даже текстовочки пишем, так что милости просим на наш сайт. Там есть видеотрансляция. Кроме того, вы можете за нами подсматривать еще и в Фейсбуке. Кроме того, можете звонить нам в студию 8 800 10 06 926. Телефонный звонок абсолютно бесплатный, самое главное, анонимный для крымчан. Еще раз, 8 800 10 06 926. Ну или пишите нам на электронную почту krime.reality@gmail.com. Вы знаете, пока весь мир пытается переварить тот информационный вброс, который подготовила, собственно, пресс-служба Федеральной службы безопасности России, в котором она утверждает, что именно Киев причастен к попыткам устроить диверсию в Крыму, в котором она утверждает, что так называемая украинская диверсионная разведывательная группа пробралась на территорию полуострова лишь для того, чтобы сорвать курортный сезон. Вы знаете, когда это звучит в адрес Украины, которая могла бы сорвать курортный сезон, просто перекрыв пункты допуска украинских туристов на территорию полуострова, мне всякий раз порой хочется улыбаться. Но так или иначе, мы продолжаем эту тему отслеживать, обязательно в фоновом режиме. Мы ждем заявлений от европейских столиц, потому что пока что они хранят такой режим молчания, но, возможно, они скоро начнут высказываться. Так вот, тем не менее, есть еще одна тема, мимо которой мы вынуждены были пройти. Но не совсем, на какое-то время. Просто потому, что информационная повестка была перебита как раз-таки сообщениями о коллапсе на границе между Украинским полуостровом и Херсонской областью. И мы тогда не успели, собственно, тему примирения Анкары и Москвы обсудить. Но это не значит, что мы этой теме не посвятим радиопередачу. Посвятим, как раз-таки сегодня. Я просто напомню, что еще в прошлом году Владимир Путин заявлял, что Турция — это спонсор ИГИЛ, что Анкара вонзила Москве нож в спину. А вот совсем недавно, в конце минувшей недели, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Санкт-Петербурге со своим российским коллегой. И, судя по всему, вот какая-то черная полоса в отношениях двух столиц была преодолена. Насколько она была преодолена? И что станет разменной монетой вот в этих вот договоренностях? Вот об этом будем говорить сегодня в эфире. Но для начала давайте послушаем небольшой сюжет, для того, чтобы не приходилось пересказывать как раз-таки фактаж. Репортаж. Товарооборот десятки миллиардов долларов, упрощенный таможенный коридор, турпоток 4,5 миллиона пассажиров. Таковы российско-турецкие отношения 2015-го. Говорит во время визита в Москву осенью прошлого года президент Турции Реджеп Эрдоган. Президент Российской Федерации Владимир Путин называет Анкару стратегическим партнером. Отношения между двумя странами обостряются после того, как 24 ноября прошлого года российский военный самолет сбивает турецкие военно-воздушные силы у турецко-сирийской границы. Анкара утверждает, что самолет залетел в ее воздушное пространство, несмотря на предупреждение. А президент Эрдоган категоричен в оценках. Цитата. Если подобное нарушение границы случится сегодня, Турция отреагирует точно так же. И каждая страна, которая захочет нарушить наши границы, должна сперва спросить себя, точно ли она хочет подобного развития событий. В Кремле настаивают, что самолет не покидал пределов Сирии, в которой Россия ведет активные боевые действия. Владимир Путин обвиняет турецкое руководство. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. Видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. Президент России своим указом вводит ряд ограничений, запрещает импорт турецких продуктов, работу строительных компаний, организованный отдых в этой стране. Также Москва отменила безвизовый въезд для граждан Турции, а для россиян – чартерные рейсы на курорты соседнего государства. В Анкаре к ответным шагам не прибегают, но несут финансовые убытки. В июне Владимир Путин получает письмо от турецкого коллеги следующего содержания. Цитата. Я хочу
Хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе. По словам российского президента Владимира Путина, он был одним из первых, кто позвонил Эрдогану и выразил слова поддержки во время недавней неудачной попытки военного переворота в Турции. В российских и турецких СМИ пишут, что важную роль в примирении президентов сыграл турецкий бизнесмен Джавид Чаглар, глава компании Energis Holding, у которого есть текстильный бизнес в Дагестане. Он использовал свои связи для переговоров с Путиным. Оксана Давыдова для Крым Реалии. Репортаж. Ну вот он треугольник, собственно. Прошу прощения, вот он треугольник, собственно, Москва, Анкара, Киев. И где в этом пасьянсе место для украинской столицы и какую роль будет играть украинский полуостров, который сегодня находится под контролем Москвы. Вот обо всем этом будем говорить сегодня в нашей студии. Рады приветствовать Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, с нами на связи. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, вот для вас лично было неожиданностью примирение Анкары и Москвы? Вы полагали, что этот конфликт между Россией и Турцией будет более долгосрочным, или как раз и полагали, что он где-то вот в этих пределах и закончится? Нет, я один из немногих, кто утверждал, что конфликт не будет продолжительным, и писал об этом в Фейсбуке, в социальных сетях, и говорил это в комментариях для прессы. Переговоры начались довольно давно, и стороны ждали только повода для того, чтобы их легализовать. Понятно. Ну вот любопытно, есть вот такое одно заявление. Я хотел бы, чтобы мы его с вами послушали, а потом прокомментировали. По словам российского международного обозревателя, эксперта Московского центра Карнеги Александра Баунова, Владимир Путин пытается втянуть Реджепа Таyyипа Эрдогана в российскую картину видения мира. В рамках этой картины, считает Баунов, лицемерный Запад заявляет о демократии, но поддерживает неконституционное свержение неугодных правителей. И после неудачной попытки военного переворота в Турции, по мнению Баунова, попытка Путина может оказаться успешной. Давайте послушаем этот комментарий и обсудим его. Мнение. Важная часть картины мира российского руководства состоит в том, что Запад занимается сменой режимов по миру. И когда была попытка переворота в Турции, и западные лидеры несколько задержались с выражением поддержки, со стороны Эрдогана это было воспринято как необыкновенное коварство, а Владимиру Путину представился шанс убедить Эрдогана в том, что наша российская картина мира верна, что Запад говорит о демократии, но меняет недемократическим, антиконституционным образом неугодные ему режимы, даже в том случае, когда эти режимы формально, процедурно являются демократическими, как в случае Эрдогана, который все свои сроки, сначала премьерские, а потом президентские, получил на выборах, причем выборах признанных. Мнение. Ну, это было, собственно, комментарий московского обозревателя Александра Баунова в интервью «Радио Свобода». А мы продолжаем говорить с Сергеем Даниловым. Сергей, вот на ваш взгляд, так что у нас? Эта точка зрения верна, и мы наблюдаем такое рождение антиевропейского союза по линии Москва-Анкара? Ну, я бы не спешил с таким громким заявлением. Во-первых. Во-вторых, если говорить об этой интерпретации, что Путин втягивает Эрдогана, я тоже не совсем согласен. У Эрдогана собственная картина мира, в которой, да, на сегодняшний момент его традиционные партнеры на Западе воспринимаются им с подозрением. В первую очередь претензии предъявляются Соединенным Штатам. Это не путинская картина мира навязывается Эрдогану. У них, у каждого своя картина, которая фрагментами совпадает. Угу. Понятно. А вот вы говорили, что изначально полагали, что конфликт не будет особенно затяжным, и мы видим, как, по сути, он продлился около года, и наступило примирение. А что заставляло вас считать, что вот примирение как раз-таки наступит месяцев через 12? Нет, я не знал, когда она наступит, но предыдущая политика Эрдогана свидетельствовала о том, что он способен на резкие шаги. Во-первых, на разворот на 180 градусов. Он, мягко говоря, очень гибкий политик, который руководствуется рациональными, с его точки зрения, представлениями о необходимом в данную секунду.
Мгм. Он довольно часто менял партнеров и людей, с которыми работал. Хотя перед этим казалось, что это те люди, с которыми он будет всю свою политическую карьеру. То есть это, условно говоря, такой вот настоящий политик, который чувствует тонкость, конъюнктуру момента и понимает, как именно и куда именно нужно сворачивать? Ой, это довольно циничный человек, который мало внимания обращает на принципы и на то, как он выглядит в случае предательства старых партнеров. Ну, а все-таки вот примирение Москвы и Анкары — это политика или экономика? То есть что является базисом, что надстройкой? Мне кажется, превалируют политические интересы Эрдогана в первую очередь, но и Путина. А экономические проекты есть просто свидетельством серьезности намерений сторон. Просто почему я спрашиваю про экономику, сразу как бы есть несколько таких, знаете, политических уровней канализации вот этих договоренностей и несколько экономических уровней. То есть политические последствия могут быть по вопросу о Сирии или по вопросу, там, я не знаю, вопрос беженцев, там, вопрос реадмиссии, вопрос взаимоотношений Анкары с Евросоюзом и учет там, российской политики в рамках там, турецкой политики. Но кроме того, это еще вопрос экономики, потому что мы помним, что у Кремля есть такая постоянно действующая идея по созданию газопровода «Турецкий поток». И вот совсем недавно партнер консалтинговой компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин высказался на этот счет. Он полагает, что заявление о начале строительства турецкого потока ничем особенным не подкреплено. Он считает, что нет никаких особенных конкретных инженерных планов строительства. Дополнительные объемы российского газа на юге Европы, по его мнению, не нужны будут еще долго. Ну, давайте так, чтобы не пересказывать, собственно, послушаем слова Михаила Крутихина. Точка зрения. Тут я особых перспектив пока еще не вижу. Мы видим политические заявления, причем довольно радикальные. То есть Эрдоган предлагает взять на себя половину финансирования турецкого потока. Ну, как бы уже дело переходит в практическую стадию. Но если присмотреться, то станет ясно, что это чисто политические заявления, не подкрепленные какими-то практическими действиями по проекту. Проекта нет. Есть голые идеи. Нет ни инженерных изысканий никаких, ни коммерческих расчетов, ничего нет. То есть, ну хорошо, для Турции построить одну нитку, две нитки так называемого бывшего Южного потока, а теперь турецкого потока, но приведут, скажем, эти нитки на границу Турции с Грецией, а дальше как? Дальше Евросоюз вступает в дело. А Евросоюзу и Южной Европе там российский газ сейчас совершенно не нужен. Поэтому турецкий поток, Южный поток – это бредовые политические идеи. Такими они и останутся. Точка зрения. Ну, собственно, это был комментарий партнера консалтинговой компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Он, как мы видим, как мы могли убедиться, не верит в перспективы турецкого потока. А мы продолжаем обсуждать вот это примирение Москвы и Анкары, а то пытаемся понять, что это экономика, политика, а самое главное, какой выхлоп в сфере практической международной политики будет у этого объединения, у этого, собственно, примирения. И с нами на связи заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, вот вы как полагаете, турецкий поток просто для Украины тема актуальная, потому что она сегодня продолжает оставаться главным транзитером российского газа в Европу, и турецкий поток, разумеется, сказывается на ее экономических доходах. Он будет реализован? Я думаю, нет, но нам, безусловно, выгодно для того, чтобы Российская Федерация вложила в этот никчемный проект как можно больше денег, и «Газпром» еще больше влез в долги. Вы полагаете, он никчемный? Да, я полагаю, что этот проект никчемный, и нам выгодно, чтобы российские компании как можно больше инвестировали в никчемные проекты. Понятно. А еще такой момент. Мы помним, как в 2014 году, собственно, Турция долгое время оставалась именно той страной, которая, несмотря на аннексию полуострова, продолжала поддерживать с Крымом более-менее такое регулярное паромное сообщение,
корабли, которые выходили из Стамбула, они швартовались в Севастополе-на-Градской пристани, а самолеты, которые взлетали из Симферопольского аэропорта, они как бы вот так разворачивались над Анапой, формально фиксируя, что они как бы не из Крыма летят в Стамбул, а как бы с территории Краснодарского края, после чего, соответственно, шли в аэропорт имени Ататюрка. А потом в 2015 году, после того, как был сбит российский бомбардировщик над, как бы в турецком воздушном пространстве, это все прекратилось. Но все задаются вопросом, а Крым мог быть частью вот такой вот себе переговорной повестки между Москвой и Анкарой? Довольно второстепенный. Крым в турецко-российских отношениях играет второстепенную роль. Он всплывает только в момент обострения отношений между Эрдоганом и Путиным. Тогда Анкара делает какие-то символические жесты, например, организовывает на высшем уровне Всемирный конгресс крымских татар в Турции. Эрдоган сам встречается, и весь политический истеблишмент встречается с лидерами крымских татар. Во всем остальном Турция с самого начала занимала довольно двусмысленную позицию в отношении аннексии Крыма. И ничем особенным не выделялось на фоне стран, например, Южной Европы, которым эта тема совершенно далека. Ну, у нас есть возможность, собственно, узнать, как непосредственно Меджлис крымско-татарского народа воспринимает внезапное потепление отношений между Москвой и Анкарой. К нашей беседе присоединяется Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, добрый вечер. А вот, собственно, среди крымско-татарских политиков, общественников, среди Меджлиса, вот какое сейчас настроение главенствует? В отношении того, что пытаются наладить взаимоотношения между собой Турецкая Республика и Российская Федерация. Ну, я скажу так, Меджлис — это своего рода парламент, и понятно, что каждый имеет собственную позицию, и понятно, что может быть коллегиальное решение. Но некоторые члены Меджлиса также на своих страницах в Фейсбуке высказывались на эту тему. Причем сразу мы увидели другую реакцию со стороны МИДа Турецкой Республики, когда четко там было обозначено, что встреча президента Турецкой Республики и президента Российской Федерации никак не влияет на позицию Турции в отношении целостности Украины, принципиальную позицию, и в отношении крымско-татарского народа. Теперь, что касается самой ситуации, то здесь мы должны понимать определенные моменты. Дело в том, что Турция пытается со своей стороны все-таки быть ведущим игроком на Ближнем Востоке. Мы понимаем, что она оказалась в таком вот процессе, когда она разбирается. И, кроме того, те последние действия, те теракты, те процессы, те сирийские беженцы и так далее, это действительно создает проблему определенную в Турецкой Республике. Теперь, что касается встречи, то мы прекрасно понимаем, что это встречи больше связаны с какими-то экономическими взаимодействиями между Турецкой Республикой и Российской Федерацией. И здесь понятно, что речь идет о продолжении строительства атомной электростанции в Аккую в Турецкой Республике. И понятно, что энергетический дефицит, он как раз заставляет проводить такую работу для Турецкой Республики. С другой стороны, это Южный поток, газовый Южный поток. Я думаю, что не стоит нам преждевременно говорить о том, что Турецкая Республика сдала позиции в отношении крымских татар и Украины, потому что, наверное, больше здесь это связано с экономической безопасностью и с экономическими интересами Турецкой Республики. Но, с другой стороны, мы, конечно, особенно родственный народ, такие как крымские татары и турки, и для нас действительно Турция, мы ее рассматриваем как основным партнером или основным другом, или основным защитником позиции крымско-татарского народа, то, конечно, мы можем ревностно относиться к подобным встречам, но я думаю, что в данном случае вот эта встреча связана больше с экономическим взаимодействием, нежели с прямыми какими-то
геополитическими процессами. Ну, смотрите, Турция — это член НАТО. Недавно был Варшавский саммит, где, собственно, НАТО делало коллегиальное заявление о том, что аннексию Крыма не признаем. Подпись, собственно, турецкой стороны тоже стоит под этим документом. То есть, на ваш взгляд, никаких подвижек в позиции официальной Анкары по Крыму не будет. То есть, аннексия не признаем, в порты не заходим, в аэропорты не летаем. Ну, я думаю, оно так и должно быть. И мы со своей стороны должны все делать, чтобы такая позиция Турецкой Республики оставалась. Еще один момент. А вообще, насколько влиятельна крымско-татарская диаспора в Турции? Самое главное, насколько ее влияние распространяется на политические решения Анкары? Она способна сделать так, что ее голос будет услышан в Стамбуле и в Анкаре? Ну, смотрите, если мы будем по численному составу рассматривать, то после курдского населения крымско-татарское население занимает второе место. Я имею в виду, если мы не говорим о всеобщем турецком, да, населении. Вот. И понятно, что крымские татары сыграли определенную роль. Именно в турецком политическом истеблишменте были представители, есть в местных органах, и в принципе Турецкая республика достаточно благосклонно относится к крымско-татарской диаспоре и прислушивается к ней. И я думаю, что фактор крымско-татарской диаспоры, он очень важен, потому что я знаю, что ряд регионов, где массово проживают крымские татары, поддержали партию Эрдогана. Согласен, но есть ведь риск, согласитесь, с тем, что, например, официальная Анкара или дипломатическое ведомство турецкое, оно не будет реагировать, например, на нарушение прав украинских граждан в Крыму, в том числе крымских татар, ну, столь же пристально, столь же интенсивно, как оно могло это делать в период охлаждения отношений с Москвой. Но я думаю, что много зависит в том числе от нас. И от Украины, от крымских татар, от позиции Меджлиса крымско-татарского народа и диаспоры. И я думаю, что понятно, что на последней встрече, которая проходила в Санкт-Петербурге, крымско-татарский вопрос не стоял на повестке дня, и он, я думаю, не должен был стоять, потому что речь была о налаживании каких-либо взаимоотношений, в первую очередь экономических взаимоотношений. Я думаю, что к вопросу крымско-татарскому в любом случае будут возвращаться, и я думаю, что Турецкая Республика не должна будет, скажем, отказываться от тех принципиальных позиций, которые были высказаны ею ранее. Понятно. Спасибо, Искандер. Но осторожный оптимизм такой из уст Сергея Данилова, замдиректора Центра ближневосточных исследований, из уст Искандера Бариева, члена Меджлиса крымско-татарского народа, о том, что нынешние договоренности Москвы и Анкары — это в большей степени экономика, нежели политика, и самое главное, что никаких таких радикальных подвижек в вопросах, там, не знаю, там, признания аннексии или, там, не знаю, разморозки портов, полетов в крымские аэропорты не будет со стороны Анкары. Собственно, это было мнение наших гостей. Ну, кстати, вот обозреватель русской службы BBC Фамиль Исмайлов считает, что примирение между российским и турецким лидером — это тоже в первую очередь символика. По его мнению, Владимир Путин тем самым показывает, что он всепрощающий лидер, а Реджеп Таyyip Эрдоган показывает Западу и, собственно, своим собственным согражданам, что у него остаются влиятельные союзники на международной арене. Друзья, но так или иначе, в этом мире не бывает ничего вечного, не бывает ничего незыблемого. Мы сами это с вами наблюдаем на протяжении последних 2,5 лет. И в этом смысле, знаете, у Украины тоже не особенно много союзников. Мы всякий раз можем повторять вслед за известным историческим деятелем, что главные союзники Украины — это ее армия и флот. Но, тем не менее, мы продолжаем, в том числе, друзья, всматриваться в события в Крыму. Вот любопытно до сих пор много вопросов вызывает то, что позиция официального Евросоюза, если и звучит, то довольно-таки лаконично. Но вот последнее заявление, которое нам попалось, которое мы считаем должным вам сообщить, это то, что в Евросоюзе обвинения России в адрес Украины по Крыму назвали бездоказательными. Важно констатировать, что утверждения российских властей до сих пор нет независимых подтверждений, заявили в пресс-службе представители ЕС Федерики Могерини. Вот. Ну и европейская дипломатия в очередной раз заявила, что наблюдатели ОБСЕ не имеют доступа к аннексированному Россией полуострову, и это вызывает обеспокоенность.
Если бы только их. Наши тоже друзья. Поэтому будем всматриваться, все самое интересное будем рассказывать. Берегите себя и до завтра. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.